Это программа «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте. Возмездие за Крымский мост реализовалось гораздо быстрее, чем предполагали некоторые аналитики. В понедельник почти вся Украина ушла в принудительный блэкаут. Порядка сотни ракет и беспилотников атаковали объекты критической инфраструктуры Украины. Как оказалось, ограничение электропотребления в результате применения ракет России ощутили на себе кроме Украины и Польша, и даже Швеция. Система у них такая. Украина продавала излишек энергии соседней стране, а Швеция как бы дублировала эту систему. Западные лидеры поспешили назвать это очередным бесчеловеческим актом со стороны России. Пообещали помощь, моральную поддержку и все такое. Но все без исключения американские СМИ назвали удары по городам Украины в понедельник отмщением за Крымский мост. Я особенно акцентирую – американские. Формулировка разная, но, несомненно, все обозреватели самой свободной прессы в мире понимают причинно-следственную связь. Еще бы упрекнули за фотографирование киевлян на фоне постеров с горящим Крымским мостом, цены бы им не было. Еще один звоночек прозвучал со стороны координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил, что что-то типа «харе уже воевать, пора садиться и решать проблему». Что, конечно, не добавило уверенности в офисе президента Украины, который после обстрела в понедельник и так ерзала. Между тем, обеим сторонам реально говорить не о чем, по крайней мере, друг с другом. Вопрос в том, готова ли говорить Россия со спонсорами украинского режима, который уже мало чем отличается после Крымского моста от той же Аль-Каиды. Это к слову. Увидимся.